Привет, Рушен. О, Мирабай Шейшлер Насл. Яхше Сагл. По телефону ты сказала, что нужно срочно встретиться. Что такое случилось? Бырши Олмада. Ничего не случилось. Просто мне нужен овощной магазин, и я подумала, что тебе это тоже будет полезно. Ага, я понял. Ты решила использовать меня как рабочую силу, чтобы я носил твои сумки. Утан, моя сынма. Я вижу, что ты недовольна, но что ты только что сказала? Я говорю, как тебе не стыдно? От слова утанмак. Стыдиться. Ладно, мне стыдно. Менутанам. Что ж, посмотрим, не придется ли тебе стыдиться за твою домашнюю работу. Давай проверю. Merhabаңыз, aziz talebelerim, sizni ko'rmakdan pek memnunum. Сегодня мы узнаем много интересного, но для начала давайте проверим домашнее задание. Первое задание. Birinchi vazife. Переведите на крымско-татарский язык. 2 белых петуха, 5 желтых птиц, 3 фиолетовых цветка, голубые глаза, карие глаза, большая черная собака. 2 beyaz qo'raz, 5 сары qush, 3 mor chechak, ko'k ko'zlar, qaverengki ko'zlar, balaban qara köpek. Этот помидор зеленый? Нет, этот помидор красный. Bu помидор yeşilmi? Yo'q, bu помидор qirmizi. Видишь ли ты те красные книги? Да, я вижу те книги. Сен шу qirmizi китапларны көресіңмі? Evet, мен шу китапларны көрем. Второе задание. Екінші вазифе. Переведите на русский язык. Qirmizi bayrak, mavi defter, saban ayı, 3 dülber sarı çiçek, çiçek ayı, beyaz tepsiler, qara ko'zlar, çok yeşil yaprak, 11 portakal, Qural ay, ақыллы бала, yaxshi dost, dülber шеер, красный флаг, синяя тетрадь, март, 3 красивых желтых цветка, апрель, белые тарелки, черные глаза, много зеленых листьев, 11 апельсинов, май, умный ребенок, хороший друг, красивый город. Сен разысыңмы? Evet, мен разым. Ты согласен? Да, я согласен. Қаве насыл түсте? Қаве qaverengkidir. Кофе какого цвета? Кофе коричневый. Третье задание. Üçüncü vazife. Расклоняйте, используя аффиксы сказуемости. Единственное число. Мен разым, сен разысың, о разыдыр. Множественное число. Біз разымыз, сіз разысыңыз, олар разыдырлар. Пока мы идем в магазин, давай повторим весенние месяцы, которые ты изучал на прошлом уроке. Итак, весна. Весна – барь, март – сабан айы, апрель – чечек айы и май – Qural ай. Правильно? Яхше. А цвета мы повторим, когда придем в магазин. Договорились. Сегодня мы будем изучать прилагательные в крымско-татарском языке. Эта тема довольно простая и, думаю, не составит для вас особого труда. Тем более, что с прилагательными мы с вами встречались и раньше, но не говорили об этом подробно. Итак, прилагательное – сифат. Прилагательные в крымско-татарском языке, как и в русском, обозначают признак предмета или явления – объем, цвет, вкус, размер и так далее. И отвечают на вопрос «насл», и переводится он «какой», «какая», «какое», «какие». Рушен, скажи, почему один вопрос имеет столько значений? Это происходит потому, Оджа, что в крымско-татарском языке нет категории рода. Поэтому вопросы «какой», «какая», «какие» и «какое» имеют только один вариант в нашем родном языке – «насл». Правильно, ты хорошо усвоил это правило, но теперь поговорим об образовании прилагательных от некоторых существительных. Так как с помощью этих аффиксов образовываются новые слова, их называют словообразовательные аффиксы. Söz yapıcı аффикслер. Их много, но сегодня мы рассмотрим только аффиксы лы, ли, лу, лю. И употребляются эти варианты согласно правилу сингармонизма. Например, слово мед. Прибавляем к нему аффикс и получаем баллы, медовый. Другие примеры. Солнце, күнеш, солнечный, күнешлі, соль, туз, соленый, тузлы, молоко, süt, молочный, sütlü. Интересный момент. Аффиксы лы, ли, лу, лю употребляются еще в одном случае, когда нужно указать жителям какого места, страны или населенного пункта является человек. Например, житель Кезлева – это Кезлевле, житель села Коккоз – Коккозлю, то есть Кезлевец – Коккозец. Ну а нас, крымских татар, издавна называют Кырымлы, то есть крымцы. Давай потренируемся. Итак, как ты назовешь жителя Ялты? Ялталы. А как по-крымско-татарски будет Бахчисараец? Бахчисарайлы.
А житель села Лучистое? Айше, запомни, пожалуйста, историческое название села Лучистое – Демирджи, оттуда родом мой дедушка. И получается он Демирджили. Молодец, Рушен. А теперь переведи солнечный день. Так, по-крымско-татарски солнце – это кунеш, а день – это кунь. Получается солнечный день, кунишли-кунь. Машалла. Кстати, о солнечных днях. Мы с тобой говорили уже и про зимние, и про весенние месяцы. Пора поговорить и о лете. Лето по-крымско-татарски яс. Яс. Подожди, Айше, мне кажется, я догадался, как по-крымско-татарски будет июнь. Ильк яс айо, первый месяц лета, правильно? Правильно. Как ты догадался? Да тут на самом деле все очень просто. Я вспомнил то, что декабрь, первый месяц зимы, будет ильк кышае. И по аналогии, первый месяц лета ильк яс айо, июнь. Яхша, идем дальше. Орах, серб, жатва. Значит, июль, орах, ае. Орах айо. Хорошо, а как будет август? После жатвы обычно шла молодьба. Наши предки молотили зерно. И это обычно происходило в августе. Молодьба, арман. Получается, август будет арман айо. Правильно. Ну, вот мы и пришли. Селям алейкум. Мераба. Покупки я сделаю позже, а пока мы поговорим с тобой об овощах и фруктах. Шимде мейва весик ждер аканда лав это ек. Фрукт мейва, овощ сибзе. Ну, некоторые из них я уже знаю. Например, помидор. Ну, наверное, потому что помидор по-красотарски тоже помидор. Кстати, просится тебе будет запомнить и вишню. Вишня по-красотарски вишне, а вот черешня кирас. А у меня дома говорят кирес. А как у вас дома говорят на яблоко? Алма. Правильно. Алма кавеленкама? Йох, алма, ешильдер. Догру. Кстати, интересный момент. Если в слове алма поменять ударение на первый слог, то получится алма, то есть не беги. Алма, алма, как бы не запутаться. Груша, клубника и малина по-красотарски армут, джилек, ве ахудут. Попробуй составить простые предложения с использованием цветов. Армут сары, джилек ве ахудут, хормазы. Ну что опять не так? Потому что в этом предложении сары ве хармазе – это сказуемые. Аффикс сказуемости. Получается армут сарыдыр, джилек ве ахмудут, Ахудут. джилек ве ахудут, хормазы дырлар. Правильно? А верно. как по-крымско-татарски будет виноград? Виноград по-красотарски изюм. Изюм. А теперь поговорим об овощах. Овощи сибзелер. Итак, лук соган, перец бибер и баклажан патильджан. Его еще называют мор патильджан. Как ты думаешь, почему? Ну, может быть, из-за цвета, потому что мор это фиолетовый. Да, верно, Рушен. Итак, огурец хаяр. Что? Подожди, хияр? Моя бабушка, когда злится на меня, говорит мне хияраша. То есть фактически она заставляет съесть меня огурец? Ну да, есть такое устойчивое выражение в нашем языке, которое означает недовольство. Но не отвлекайся, бери в руки овощи и называй их. Хорошо, так, хияр, бибер, патыльджан, помидор и, получается, соган. Правильно? Машалла. Хорошо, а как будет по-крымско-татарски? Картофель, свекла, капуста. Свекла чукундыр, капуста капуста и картоп картошка. Кстати, если твоя бабушка скажет тебе ишин картоп, значит плохи твои дела. Тогда я ей отвечу миным ишим чикандыр. Пусть думает, что я хочу сварить ей борщ. Айше, Рушен, вижу, ваш поход за овощами и фруктами дает результаты. Но давайте вернемся к теме прилагательное. Итак, мы усвоили, что некоторые прилагательные образуются от существительных. К примеру, те прилагательные, которые отражают свойства характера человека. Акыл – ум, акыллы – умный, миромет – доброта, мирометле – добрый, сабыр – терпение, сабырлы – терпеливый. Но ведь бывает, что один умный, другой умнее, третий вообще самый умный. В крымско-татарском языке, как и в русском, есть степени сравнений прилагательных. Остановимся сначала на сравнительной степени. Она образовывается при помощи прибавления к основе аффиксов джа-дже, ча-че. Основная форма – балабан – большой, дюльбер – красивый, сувук – холодный, юксек – высокий. Сравнительная степень – балабанджа – больше, дюльбердже – красивее, сувукча – холоднее, юксекче – выше. Аффиксы джа-дже, ча-че. Попробуй применить эти новые знания о прилагательных и составить предложение об овощах и фруктах. Хорошо, давай попытаюсь. Бу, алма, балабан. Бу, алма, балабанджа.
Правильно, добро. А теперь составь предложение с прилагательным татлы – сладкий. А как по-крымско-татарски будет союз «но»? Ну, вариаций очень много, в зависимости от контекста. Пока можешь использовать союз «амма». Так, хорошо. Армут татлыдыр. Амма юзюм татлыджа. Неплохо. А теперь составь предложение со словом «зеленый» – ешиль. Хорошо. Алма ешильдыр. Амма хыяр ешильджа. И последнее. Задай вопрос о фруктах, используя слово «вкусный». Лезет ли? Бумейвалар насыл, бумейвалар лезетле. Ахудут татлыма, эбет, ахудут татлыве лезетлер, Лезет лидер. лезетлидер. Молодец. Нам осталось лишь рассмотреть превосходную степень прилагательных, которая образуется при помощи частицы «н», которая ставится перед основной формой прилагательного. Например, «бьюк», «эн бьюк», «большой», «самый большой», «дюльбер», «эн дюльбер», «красивый», «самый красивый», «эн мираклы китап», «самая интересная книга», «эн татлы мейва», «самый сладкий фрукт». Рушен, ты все понял? Сен эршен анладын мı? Ну да. Давай заставлять предложение. Итак, назови самые сладкие фрукты. En tatlı meyvelerini айтчы. Так, эн татлы мейвалар, бу алма, джилек, ахудут. Амма юзюм татлыджа. Яхшы, мен разым. А теперь назови самые вкусные овощи. En lezzetli sebzelerini айтчы. Минимджи, эн лезетле себзе, бу помидор. Патильджан сары mı? Йох, пательджан мордор. Аферин, молодец. Мне тоже хочется сказать «аферим» и продиктовать домашнее задание. Первое задание – «Барынджи вазифе». Образуйте прилагательные из существительных. Второе задание – «Экынджи вазифе». Напишите к прилагательным подходящие по смыслу имена существительные. Третье задание – «Учинджи вазифе». Образуйте сравнительную и превосходную степени прилагательных. Ваш словарь. Сызым лугатыңыз.